Добрый день, дорогие телезрители! В эфире передача «Рассуждалки не по-детски». И я ее ведущая Фомина Зарина и мои маленькие соведущие Камила и Катя. Приветствуем вас! Тема сегодняшней передачи – «Пернатые друзья». Ребята, кто такие пернатые друзья? Это птицы. Птицы, покрытые перьями. Молодцы, правильно. Скажи, пожалуйста, почему мы называем птиц наши пернатые друзья? Потому что они едят крыс и мышь. Да, правильно. Кто еще может нам дополнить? Пожалуйста, Глина. Погромче говори. Еще они помогают. Да, правильно. Они, птицы, помогают нам, людям, да? Они очень красиво поют. Да, они очень красиво поют. Так, хорошо. Помогают нам тем, чем? Тем, что ловят грызунов, мышей, да? И тараканов. И тараканов тоже, правильно. Анечка хочет добавить? Что хотела добавить? Потому что они нам помогают. Да, они нам помогают, поэтому мы их и называем наши пернатые друзья. Ребята, а скажите, пожалуйста, а что важного происходит в жизни птиц осенью? Они улетают. Улетают в теплые края. Правильно, молодцы, ребята. Все ли птицы улетают на юг? Нет. Они остаются зимовать. Они остаются зимовать. И как мы их называем? Зимующие птицы. Правильно, зимующие птицы. Ребята, как вы думаете, а почему одни птицы улетают на юг, а другие остаются зимовать? Им холодно, для них нет еды. Правильно, да, исчезают растения, насекомые, да? А другие птицы добывают корм из шишек, ребята, правильно? А сейчас я бы хотела проверить, как вы знаете птицы. Я вам буду показывать карточки, а вы должны ответить, как называются эти птицы. Договорились? Ребята, как называется эта птица? Анечка, как ты думаешь, как называется эта птица? Цапля. Молодец, правильно, это цапля. Красивая цапля? Посмотрите, ребята. Красивая, да? На одной ноге стоит, да? В воду пристально глядит, тычет клювом наугад, ищет в речке лягушат. Вот такая красивая белоснежная цапля. Молодцы! Ребята, как вы думаете, что это за птица? Воробей! Правильно, ребята, это воробей, да? Воробьи-воробушки, серенькие перышки. Клюйте, клюйте, крошки, у меня с ладошки. Вот какие они красивые птицы, да? Воробушки, молодцы. А как называется эта красивая птичка? Это синица. Правильно, это синица. Посмотрите, какие они красивые. С позаранку скачут птицы по заснеженным ветвям. Желтогрудые синицы прилетели в гости к нам. Посмотрите. Вот такие вот они синички. Молодцы. Аделин, как ты думаешь, как называется красивая птичка? Это жаворонок. Это жаворонок. Правильно, вы согласны, ребята? Да, правильно. Да. Жаворонок полевой, нет певца чудесней. В чистом поле домик твой, в ясном небе песня. Вот, посмотрите, с самого раннего утра они всех нас с вами радуют, да? Красивой песней. Молодцы, ребята. Артем, а как называется эта красивая птица? Грач. Молодец, это грач. Согласны, ребята? Да. Грач – это самая крупная птица с черным оперением. Посмотрите, какой красивый, да? Его можно встретить на всей территории нашей страны. И можно кормить. Ну и можно кормить, конечно, правильно. Молодцы. Семка, как называется эта нарядная птица? Скворец. Правильно, скворец. Мы построили скворечню, дом веселого скворца. Мы повесили скворечню возле самого крыльца. Конечно же, ребята, с давних пор повелось, что прилет скворцов означает приход весны. Вот они, красивые скворцы. Посмотрите, вам нравится?
Да. Красивый у них наряд, да, ребята? Да. Правильно, молодцы! Как хорошо вы знаете всех птиц. А наши юные телезрители знают птиц? Дорогие ребята, ну а сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Прилетели птицы». Я буду вам сейчас называть птицы, а вы, как только услышите «не птиц», должны будете хлопнуть в ладоши. Договорились? Да. А мы посмотрим, кто у нас самый внимательный. Ну что ж, встали, ребятки, все. Прилетели птицы, голуби, синицы, мухи, кистежи. А что неправильно, ребята? Мухи. Мухи, а мухи у нас это насекомые, правильно. Дальше слушайте внимательно. Прилетели птицы, голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. Хорошо. А почему? Что неправильно? Макароны. Молодцы, ребята. Дальше слушай внимательно. Прилетели птицы, комары, кукушки, чибисы, чижи, аисты, лягушки, совы и ватрушки. А что неправильного? Матрушки. Ватрушки еще? Комары и лягушки. Какие вы молодцы, ребята. Садитесь, пожалуйста. Ребята, скажите, пожалуйста, а как мы помогаем птицам зимой? Мы им делаем кормушки. Так, мы делаем кормушки, правильно. Еще что делаем? Как еще помогаем? Пожалуйста. Кормим, да, насыпаем корм. Молодцы, правильно. А ведь и правда, ребята, птицам зимой очень трудно, очень тяжело, да? Зимой мы с вами особенно должны заботиться о наших птицах, о наших пернатых друзьях. Делать кормушки, насыпать корм. Как мы шутливо называем кормушки? Сашенька, как ты думаешь, как мы шутливо называем кормушки? Птичья столовая. Да, правильно, птичья столовая. Еще какой корм любят птицы? Семечки. Семечки, еще что любят птички? Зернышки. Зернышки. А синички что любят? Синицы любят сало, да? Поэтому, ребята, мы с вами должны заботиться о птицах. Покормите птиц зимой. Пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо, небогаты их корма. Горсть одна, и не страшна будет им зима. Сколько гибнет их, не счесть, видеть тяжело. А ведь в нашем сердце есть и для них тепло. Разве можно забывать? Улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми. Приучите птиц в мороз к своему окну, чтоб без песен не пришлось вам встречать весну. Ну а наша передача подходит к концу, и мы, ведущие Катя, Камила и я, Фомина Зарина, прощаемся с вами. До новых встреч! Пока!